Летом 1981 года мы с женой совершали такой автотур по Закарпатью. И все 2 недели из всех репродукторов в мотелях, в ресторанах, в придорожных кафе, на автозаправках, из приемничка в нашем «Жигуленке» все время звучала эта песенка. Такой приятный и знакомый мне голос пел: «Малиновки, заслышав голосок». Я знал артиста, который это пел. Я его уже снимал и еще буду снимать. Это Саша Тиханович. С композитором, сочинившим «Малиновку», я был знаком еще со студенческих лет. Он тогда учился в консерватории, я на режиссерском факультете. Он аккомпанировал нашим эстрадным таким капустникам. В одной из своих книг, а Эдик все мне их презентует, он описывал судьбу этой песенки. Он говорил, что сочинил ее на слова Анатолия Поперечного, ее пели и Людмила Исупова, еще какие-то исполнители. И эту песенку пел, исполнял ресторанный ансамбль в городе Бресте. И там ее услышал чуткий музыкант, руководитель ВИА «Верасы» Василий Петрович Раинчик. Коллектив «Верасы» тогда гастролировали как раз в Бресте. Раинчика эта песня заинтересовала. Он наутро пришел в свой коллектив и сказал: так, будем петь эту песню. Первой возмутилась его жена Ирина Цветкова, тоже очень тонкий музыкант такой. Она сказала: что, Вася, мы будем петь на всю страну эту убогую песню? Ну да, Раинчик говорит, в то время мы распевали мелодии Битлз на 8, на 9 голосов, а тут вдруг вот эта «Малиновка». И Яде Поплавская эта песня как-то не понравилась, тоже покривилась она. Но тут Саша Тиханович сказал: Вася, давай я спою эту песню, не слушай их, девчонок. И вот передача Центрального телевидения СССР, песня года 80. И «Верасы» выступают с «Малиновкой». Конечно, всесоюзный успех и этой песенки, и коллектива вокально-инструментального ансамбля «Верасы», который сразу же вошел в обойму самых популярных, самых востребованных эстрадных коллективов Советского Союза. Прошу тебя, час розовый, тобой тихой конвей, как город край березовый, малиновой заре, как город край березовый, малиновой заре. В очень скупых воспоминаниях о детстве Саша вспоминает няню. Это была очень набожная женщина, которая в отсутствие родителей читала Саше священное писание. И Саша вспомнит и эту няню, и эти слова из священного писания, когда ему станет очень плохо в последние годы его жизни. Что удивительно, попробуйте наберите в интернете родители Александра Тихановича. Ни слова. Выплывут родители Яди Поплавской. А я очень хорошо помню Сашину маму. Она в белом халате, в белой наколочке угощала минчан газировкой. Чистая газировка, пузырьки с которой били в нос 1 копейка, с сиропом 3 копейки. Саша еще тогда познакомил меня с доброй, милой мамой Катей, когда еще не был народным артистом. Так у суворовців починається день. Перш за все акуратність, підтягнутість, а тепер можна стати у строй. В Суворовском училище Саша пристроился в духовой оркестр. Играл на мощном таком инструменте туба. Потом глянулся ему баритон, приятный звук этого инструмента. Очень Саше нравился. И он вспоминает, что с этим баритоном он
не расставался. Он брал его домой, он клал его рядом с собой на кровать, как бы чуть ли не спал вместе с ним. Проснувшись, сейчас же начинал дуть. В оркестре почему-то оказался контрабас смычковый в духовом оркестре. И Саша стал подбирать такую страшную, детективную, как я называю, мелодию из пародийного фильма «Фантомас». Мальчиков, которые играли в духовом оркестре, освобождали от занятий нелюбимыми предметами. И Саша не любил точные науки. Советскую молодежь в те годы просто пленила, ошеломила музыка польского ансамбля «Червоной гитары», а их песня «Не спочнемы» позже войдет в репертуар ансамбля «Верасы», где Саша будет много лет играть. Tańczony wybrzmi bal, poza jedną silną dalą druga dal. Nie uleczony uśnie ból, za pikowym czarnym królem drugi król. И вот с умением играть на тубе, на баритоне, на бас-гитаре и со знанием нот Саша поступил в младенческое музыкальное училище. Вы знаете, молодечно породила очень много талантливых, я бы сказал так, эстрадных музыкантов. Я вот назову только тех, кого я лично знал. Ну, конечно, это Юрий Антонов. Это народный артист Белоруссии, артист Купаловского театра, снимавшийся в 3 моих фильмах Николай Кириченко. Это дирижер Сорока, трубач Алексей Чижиков, с которым Саша много лет будет играть в «Веросах». И вот Саша варился вот в этом молодеченском котле искусств и, конечно, окончив Молодеченское музыкальное училище, прямая дорога Саши была в Белорусскую государственную консерваторию. Музыкай, толькі музыкай перапоўнены гэты дом. Яна не перастае гучаць тут да самай поўначы. А параллельно Сашиной жизненной линией существовала и развивалась другая линия, которая вскоре пересечется с Сашиной, но он об этом пока не знает. Вроде глянутся в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в 3 ряда. Уж я к ней и так, и этак, с словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Обломал немало веток, наломал немало дров. В Дзержинске в архиве кинофотофона документов хранится цветная фотография с подписью «Дети белорусского композитора К.И. Поплавского Ядвига, Кристина и Чеслов занимаются музыкой». 1955 год. Ну, надо сказать, что всех 4 упомянутых в подписи под этим снимком я знал, а 3 так вообще очень близко. Ну, глава семьи К.И. Поплавский Константин Иосифович. Это многолетний хормейстер Государственного народного хора БССР. Много раз мы с Константином Иосифовичем на моей машине ездили на его родину, в глухие лесные дебри под Ивенец за грибами. Всегда возвращались с полным багажником. Дети, Чеслов. Ну, он скрипач, игравший и в «Веросах», и в «Песнярах». Кристина, пианистка,
Она в нашей семье считается благодетелем, потому что 2 бездомных супругов Орловых, а потом и 2 наших детей она почти на 4 года приютила в своей квартире. Ну, разве такое благодеяние забудется? А Яденька, она создала на сцене такой образ принцессы такой. И она сохранила, пронесла вот этот свой образ через всю свою жизнь. Надо сказать, что у Яди, как у всех поплавских музыкантов, был идеальный слух. Вот так же встретились и станешься ясно. Смотри, я в синие глаза твои напрасно. Смотрю, не ты, смотрю, смотрю, не ты, смотрю, смотрю, не вы, смотрю, огни своей любви. Так вот, в начале 70-х девочки в консерватории, как бы поглядывая на песняров, решили организовать такие же песняры, только в юбках. Они создали такой ансамбль, который назывался «Верасы». Вначале они работали на подпевках замечательному артисту, прекрасному баритону Эдуарду Мицелю, а потом как-то так отделились. Что вы кружитесь тревожно? Но со временем стали как бы подумывать, он уже все-таки надо мальчиков приглашать в этот коллектив. И или первым, или одним из первых был Саша Тиханович с его бас-гитарой. Надо сказать, что Саша сразу положил глаз на вот эту вот девочку Ядю Поплавскую. Впрочем, это не моя история. Об этом можете прочитать в ее и в его признаниях в интернете. Очень интересную деталь рассказала вокалистка и гитарист ансамбля «Верасы» Надя Микулич. Она говорит, что мы тогда все такие бедные были. У нас был один кремпленовый пиджак, в котором расписывались в ЗАГСе и мы с мужем, это Надя говорит, и Ядя с Сашей. Мы этот пиджак называли счастливым, потому что обе пары прожили в браке долго. Любовь моя, ты знай, прекрасней нет тебя на этом дивном белом свете. Или в одно время с Сашей, или, может быть, чуть позже, но коллектив «Верасы» возглавил композитор, пианист-виртуоз Василий Петрович Раинчик. Я не раз бывал на концертах «Верасов», и неудивительно, что в плане творческого объединения «Телефильм Гостелерадио БССР» в 1977 году появилось название «Музыкальный фильм «Верасы», режиссер Владимир Орлов. Я снял этот фильм и как бы еще ближе сошелся с этим коллективом. Киноактер, эстрадная дива Дин Рид, красавец, с огромным репертуаром. И Верасы с Дином Ридом покатили по всей Байкало-Амурской магистрали с концертами. Василий Петрович подробно мне рассказывал, как проходили эти гастроли. Саша Тиханович вспоминает, что бывало, говорит, что не в городах, а где-то в каких-то стоянках, в каких-то геологических там экспедициях они выступали. Жили, говорит, в палатках, колесили по дорогам, которых не было вообще. И Дин Рид с ними вместе. Это, говорит, было совершенно замечательное время нашей молодости. Can't do much for money, money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tell me so, can't buy me love. No, no, no. Верасы каждый год выпускали новые песни, давали по 100 концертов в месяц, но
заработок был не более 2 окладов в месяц. Это 320 рублей. Вы знаете, во все времена власти СССР очень боялись, что артисты разбогатеют. Очень боялись. Будь снег, и чистым белым будь снег, искристым белым будь снег, всегда будь белым. Белым будь дом, под небом теплым будь дом, и с хлебом белым будь дом, не обгорелым. Саша Тиханович, начав петь, уже становился в один ряд с вокалистами Надеждой Микулич, Леонидом Кошелевым и пел песни, которые составят такую вот гроздь, что ли, неотделимую от самого Тихановича и от знаменитого впоследствии дуэта Тиханович-Поплавская. Белый снег, белый снег, белый снег, белый тень. Белый снег, белый снег, белый снег, белый день. Ты куды меня кличешь по слухам? Завируха, метель, завируха. На дворе ни машин, ни людей. На дворе ни машин, ни людей. Завируха, метель, завируха. Ты куды меня кличешь по слухам? На дворе ни машин, ни людей. Ни машин, ни людей. И тогда появилась милая, трогательная, почти полвека уже звучащая каждый вечер колыханка с музыкой Василия Раинчика. Он сказал, что эта мелодия приплыла к нему словно бы с моря на пляже в Сочи. Я быстренько, говорит, на клочке записал. Когда в Минске появился текст этой песни, то колебаний с выбором исполнителей не было. Из Веросов, Ядя с Сашей. Дує день, теплый день, отплывает за облаки. Синий день, сонный день, отползая у кут далекий. Збегли зайки все ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай. Начало 80-х. Я уже отснял к этому времени, да может и не по разу, уже все музыкальные эстрадные коллективы Беларуси, любимые мною, это песняры, веросы, сябры, «Ты одна любовь», джаз Михаила Финберга. У меня появилась идея создать патентно чистый фильм только из белорусских номеров, эстрады и цирка. Так появился в 1983 году фильм, а также цирк. Саша там, конечно, исполнял нашу с Раинчиком песню «Немое кино». Очень трогательно, смешно смотрелся Василий Раинчик в шляпе канатье, значит, играющий рэгтайм свой на пианино. На экране бесстрашный ковбой, банджо в руке, а ласка в другой. Скачет к ней и лихо погоняет коня. С тобой похож на меня, нет на меня. Но главное, там была песня, которую пел Саша, такой влюбленный молодой человек, любви прощальный бал. В лучах таких призрачно появлялась под куполом цирка красивая девушка. Тут время от времени возникала Ядя. И вот этот вот дуэт сложился в такой, сейчас я не люблю это слово, ну, клип. Но моя вина в том, что у любви
На первом же просмотре Раинчик сказал: вот это эталонное воплощение моей песни. Саша, конечно, там был просто неотразим. И вокально, и внешне. Красивый, умный, трогательный. Просто ты летишь на свет через память прошлых лет. Популярность Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича росла, потому что таких дуэтов практически на советской эстраде не было. В 1982-м они поют в моем видеофильме «Фантазия на темы». На дымных дорогах, разбитых войной, не встретились мы почему-то. Пусть местом для встреч будет город родной, а время победы салюты. А время победы салюты. В 1986 году быстроходный катер «Верасы» отправляется на гастроли, на длительные гастроли в Среднюю Азию. Вернулись оттуда со скандалом. О сути его свидетели-музыканты и художественный руководитель не рассказывают и правильно делают. Информация в интернете. Значит, некий злодей, мистер Икс, в черном плаще, в черной маске, в костюм Тихановича подложил пакетик с наркотой. Но Саша перед выходом на сцену надел другой костюм, и это его спасло от тюрьмы, но не от скандала. Ну, детектив, да? Я досконально знаю, что произошло на самом деле от адвоката этого процесса, который, опять, драматургия жизни, который был адвокатом и в моих личных семейных делах. Более того, героем моего фильма 1988 года «Вопросы на ответы». Я знаю все это подробно. Но, хоть и помню все это, но рассказывать об этом не люблю. Короче, в 1986-м Поплавская и Тиханович покинули коллектив «Верасы». Представляете себе, артисты в расцвете сил остались без работы. Заработков нет, концертов нет, ребенок. Что делать? Какие средства успокоения применяла жена? Ядвига Константиновна выкладывает это в интернете. Я об этом рассказывать не буду, потому что это не моя история. Я рассказываю только о том, что люблю и помню. Помню и свидетельствую. Вот что. 6 августа 1987 года в бывшей столовой общежития консерватории, а ныне базы только что созданного Михаилом Финбергом АБ оркестра Беларуси, на первую репетицию с подготовленным оркестром и репертуаром собрались Игорь Лучинок, Дима Смольский, Эдик Ханок, Евгений Глебов и я были с женами, и мы так сидели, вот тут оркестр, дирижер, мы так сидели вдоль стены, а слева, выше лестнички, на площадке лестнички, спускавшейся в зал, стояли Ядя и Саша. Проиграв там минут 40 уже подготовленную джазовую программу, Финберг наклонился, подошел ко мне, говорит: Володя, ты тут знаешь всех этих знаменитостей, я очень волнуюсь, представь. Ну, я, конечно, всех представил, в том числе и стоявших там Ядю с Сашей. Потом, попив чаю с сушками, когда мы расходились, Саша так подошел ко мне и поблагодарил за то, что я их упомянул. Они же в опале были как бы, наряду вот с этими совсем, так сказать, знаменитостями, что ли. А дело в том, что Финберг, узнав, что они без работы, он их как бы пригрел в своем этом вот еще формирующемся только коллективе.
И они были Финбергу за это очень благодарны, потому что, ну, хоть какая-то была работа по профессии. Да, они были на подпевках, там пели в группе где-то. Дядя вспоминает, что на концертах, когда они стояли там где-то в подпевках, зрители несли на сцену цветы не солистам оркестра, вокалистам, которые пели, а несли стоявшим в подпевках Яде с Сашей. Потому что популярность их уже была велика. 1988 год. Традиционный телевизионный конкурс «Песня года». Дуэт решает принять в нем участие. Но с чем? Что петь? Новое. Опять Ханок, Поплавская, Тиханович с песней «Счастливый случай» стали победителями. Вошел в автобус переполненный и очутился у окна. Спросил девчонку незнакомую: зачем так поздно вы одна? Но вы знаете, это был не случай, не случайность, а это был закономерный итог уже многолетней работы этого дуэта. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. Какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. В Минске Ядя с Сашей организовали театр песни, создали группу «Счастливый случай», успешно гастролировали. Цыганка раз, цыганка два, цыганка 3 и 4 и 5. Наворожила, чтоб взялась. Осенью 1999 года мы пересеклись с Веросами и Сашей Тихановичем в Могилеве в рамках фестиваля «Золотой шлягер». Я там был с оркестром «Немига», с программой вместе с песней Леонида Утесова. А Василий Раинчик на этот фестиваль собрал золотой состав Веросов. И они там просто блистательно выступали. Для нас она звучит, веселится с нами музыка, с нами музыка молчит. Этот мир наполнен радостью, но в паузах слышна грусть и тихая мелодия, и печаль, и тишина. Я слушал их из зала и, знаете, ловил себя на мысли, что вот сейчас для этого золотого эталонного состава ансамбля «Веросы» время как бы остановилось, потому что они такие же, какими были там 10-15 лет назад. Да нет, не остановилось время, а отмоталось, вернулось назад. 20 лет спустя собрались самые звездные вокально-инструментальные ансамбли в истории Советского Союза. Их нельзя было увидеть на одном концерте 20 лет назад. Но сегодня это возможно на фестивале «Золотой шлягер». Шли годы, Саша время от времени участвовал в телевизионных передачах, и посвященных ему, и посвященных Веросам. В 2006-2009 Саша возглавлял телевизионный проект Еврофеста, занимавшийся отбором кандидатов, исполнителей для участия в международном фестивале песни Евровидение. Но главным, конечно, оставались свои концерты, свои выступления. Жизнь — прекрасный миг, нельзя забыть о том на миг. И высокий строк на небесах хранит нас Бог. Перед небесами все равны, все мы сестры.
все мы братья. Мир не для вражды, не для войны, перед святым распятием молитвою любви спасем души. Шли годы, но вы знаете, аплодируя им, стоящим на сцене, я все время думал, что время как бы обтекало их. Все такие же красивые, элегантные, интеллигентные, мгновенно берущие зал, чисто красиво поющие, запоминающиеся новые песни, повторяя старые. Вот повторяю, время обтекало их. Они совершенно как будто вот выпали из времени, они не менялись совершенно. Я радовался, глядя на них, своих давних-давних знакомых и уважаемых, почитаемых мною артистов. Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? Половиночка моя вторая. Я иду к тебе с приветом, а ты меня не замечаешь. Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? Красоты моей второе дыхание. Я иду к тебе с приветом, и мы станцуем до потери сознания. Было выступление их 29 сентября 2015 года. Конечно, пели «Малиновку», «Заверуху», «Счастливый случай». Саша приветливо махал, увидев меня. Мог ли я подумать, что вот такого его улыбающегося, светящегося артиста я слушаю и вижу в последний раз? Оказывается, Саша уже с 2010 года знал о своей страшной, неизлечимой болезни, но, оставаясь артистом, он все так же выходил на сцену рядом с Ядей, все так же пел, посылал в зал вот эти вот флюиды оптимизма, радости, света какого-то, хотя болезнь постепенно подтачивала его. Ты про меня помнишь тени, где в далекой твоей стороне светло всплыне зорко в окне. Не забывай они те про меня. Но видно, как все мы, грешные люди, вспоминаем о Господе только в моменты, когда горе какое-то, какая-то печаль, или как в случае с Сашей болезнь настигает нас. И вот тут, видимо, Саша вспомнил рассказы своей няни, вспомнил, наверное, вот эти цитаты из священных книг, потому что Саша, зная ноты, будучи вокалистом, стал певчим в церкви святого благоверного князя Александра Невского, в церкви, которая на военном кладбище в Минске. Он пел с этим хором. Гневную суету остановив, был прав ты в жизни или виноват? Пусть... Он часто ездил в Жировицы, участвовал в службах, наверное, пел. В 2014-м совершил паломническую поездку в Афон, в Грецию. Конечно, это помогало ему, уже болезненному, выходить на сцену. Ядя вспоминает, что деньги, заработанные концертами, уходили на лекарства и на лечение. Ты жизни зря ни капли не пролей, и каждый миг восторженно лови. Ведь жизнь всего мгновение на земле, которое
Господь благослови. Последний раз Тиханович вышел на сцену 13 января 2017 года. Последние аплодисменты, последние цветы. До новых встреч, дорогие зрители. Нет, встреч уже не будет, потому что на следующий день Саша слег в больницу и дышал уже только под кислородной маской. Спустя 15 дней, 28 января 2017 года, Саши не стало. Отпевал его в той же его церкви, тот же его хор. У его гроба на сцене филармонии прошел весь бомонд Минска, прошла вся богема Белоруссии, а люди все шли и шли, несли цветочки. Вы знаете, это были не гигантские венки чиновников, купленные за государственные деньги, и не пышные корзины. Это были цветочки, купленные в подземном переходе прямо на выходе к филармонии. 2-4 гвоздики, купленные людьми за свои деньги, своему любимому артисту. И они приходили и клали их к Сашиному гробу. Венки стояли, а эти цветы, принесенные Сашиными почитателями, то и дело охапками уносили за кулисы. А люди шли и шли, прощания продлили еще на час, а люди шли и шли. Никто их не организовывал, не призывал, не приказывал. Это было почитание душевное, искреннее любимого артиста. Когда Сашу выносили, я с удивлением увидел, что вся площадь заполнена народом. Оркестр духовой вместо Шопена заиграл «Малиновку». Это так соответствовало образу, созданному за много сценических лет, замечательному артисту, народному артисту, на самом деле народному артисту, Александру Григорьевичу Тихановичу. Восток ушла из сердца боль, исчезла речка вдаль, умчалась юность, но песня словно первая любовь, Малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя, сейчас розовый, напой тихонько мне.